Схи митрополит Серафим, схи архимандриты Андроник и Серафим и другие сухумские старцы прошли через множество испытаний, изгнание из обители, лишение и мытарство в советских лагерях. Но несмотря на все трудности, на многочисленные расколы в обществе и церкви, глинские подвижники своим поведением и служением подавали личный пример, как правильно жить и молиться. Сегодняшний день для нас является днем подвига тех святых славян, которые после лихолетия на Руси оказались здесь у нас в Абхазских горах, на земле абхазской. И я почему сказал подвиг и начал свое с молитвой на абхазском языке, потому что это были такие инициаторы. Я говорю вам со слов отца Петра Самсонова, от которого я стал православным. Я не думал стать священником, но православным христианином мне виделось, что это очень важно, что это очень спасительно, и что особенно, что для меня было важным, это абхазский язык. И отец Петр, когда говорил тропари на абхазском языке «Отче наш», я был настолько удивлен, что этот русский человек, которого никто не заставлял, никто не убеждал в том, что надо. Это он знал, что он настоятель этого храма Лыхинского 40 с лишним лет, и он это делал для этих прихожан, для приходящих, чтобы каждый слышал на своем родном языке. В рамках конференции прошел показ 15-минутного фильма и презентация книг Зиновия и Николая Чесноковых о святых старцах. В мероприятии приняли участие протоиерей Александр Чесноков, который был 13 лет келейником у святого старца митрополита Зиновия и хорошо знал святых Серафима Романцова и Андроника, а также авторы ряда книг о глинских старцах братья Зиновий и Николай Чесноковы. На конференцию также были приглашены священнослужители, монашествующие и миряне, знавшие старцев, а также писатели, деятели культуры и искусства. На Алакове Саида Гухава, Абхазское телевидение.